ИО мэра столицы в начале пресс-конференции по традиции начал с того, что бы было сделано, далее, что уже сделано и какие планы на будущее. 10 миллиардов сомов скоро поступят в бюджет столицы. Он даже знает, как это сделает. Муниципальные земли, которые пустуют, будем сдавать, продавать. Пусть бизнес работает. Все муниципальное имущество будем сдавать. Сейчас все цифровизуется. Я уже сказал сотрудникам, что не допущу коррупции. Все, что возможно, пройдет через муниципальную казну. Градоначальник заявил, что для того, чтобы заработать деньги, для начала нужно отменить мораторий на выделение земельных участков. Этот вопрос намерено обсудить на январской сессии городского кенеша. Кроме того, ИО градоначальника заметил, что бюджет намерен пополнить также за счет передачи в аренду парковок на крупных улицах автобусных маршрутов. Далее Тюлебаев прокомментировал задержание бывшего вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова. Первых дней был нашумевшее увольнение вице-мэра Алымбекова. Он тогда не был вице-мэром, он был просто советником. Я просто уволил советника, и в то время надо было назначить советником. Я должен сам работать с командой. Я, еще раз говорю, Мазгачеву не увольнял. Она сама ушла, сама на заявление написала и ушла. Единственная ошибка была Куценко. Я, не проверив, назначил этого акима. Сейчас, по словам ИО мэра, решается вопрос, кого поставить вместо недавно задержанного главы Бишкек главархитектуры. Кадровые изменения будут продолжаться, вы еще услышите о них, заявил он. И напомнил нашумевшее увольнение вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мазгачевой после своего назначения на должность исполняющего обязанности градоначальника. Но Куценко и Асхат суда еще не было, они считаются невиновными. Но как морально-этическим нормам я, как градоначальник, должен принять решение. Последнего, кстати, тоже арестовали за передачу земельных участков. Далее ИО мэра Бишкека говорил о планах на будущее. Ученики в Бишкеке могут вернуться в школу с 1 февраля. Сейчас по этому вопросу работает вице-мэр Айджан Чиныбаева. Айджан Аманова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.